Жители Крыма стали вдвое больше жаловаться в Роспотребнадзор. Люди жалуются на некачественные услуги, продукты и другие товары. Больше всего нареканий на молочную продукцию. Вот уже месяц длится торговая блокада полуострова. Украинской молочки на прилавках осталось совсем мало. Старые запасы, отмечают продавцы. Селянская у меня 1,5 осталось, все российское. Что говорят, качество не то? Нет? Да нет, я бы не сказала. Есть хорошее молоко очень. Теперь крымчане вынуждены пить либо крымское, либо российское молоко. Большей популярностью пользуется крымское. Литр молока Джанкойского молокозавода стоит 49 рублей. Также есть продукция Крымского агроуниверситета. А вот за литр молока «Новая деревня» из Нальчика придется выложить 77 рублей. 100 рублей стоит литр Воронежского Вкуснотеева. Крымчане о статистических данных Роспотребнадзора ничего не слышали. Их мнения разделились. По-моему, немного лучше украинское качество. Оно вкуснее, потому что российское, как просто вода размешана с каким-то порошком. Наверное, больше российское. Почему? Не знаю, мы больше доверяем России. При Украине, мы вообще молоко не покупали, потому что молочные продукты мы постоянно покупали в магазинах, они были просрочены сроком годности. Кубанское очень хорошее молоко. Украинское лучше. Цена намного лучше, дешевле, а российское чуть подороже. Вот в Полтаве я был, в Полтаве, там и качество высокое, и вкуснее молоко намного, чем российское. Некоторые крымчане магазинному молоку не доверяют, берут только домашнее. Такое не признаем, потому что в основном они идут искусственно. Я домашнее покупаю. Домашнее. Продавцы домашнего молока отмечают, после начала продовольственной блокады спрос на их продукцию вырос в разы. Сейчас 1 литр домашнего стоит 60 рублей, но очень скоро цена поднимется. За счет того, что просто на осенне-зимний период молока становится меньше, коровы пойдут в запуск, поэтому цена немножко зимой поднимается. Асан Асанов, Рустем Кемалов, Заман, АТР.